Представители заявителя, есть вопросы? Да, есть вопросы. Пожалуйста. Можно из выступления, да, это письменно-правовой позиции. Почему, по мнению Верховного суда, недопустимо привязать только один пример для признания обжалованной статьи неконституционной? А сколько нужно тогда примеров Верховному суду для того, чтобы иметь право признавать? Ну, в своем ходатайстве вы указываете вот только один иск и привязываете данную вот это все оспариваемую норму неконституционной. Этого недостаточно? Но следует иметь в виду, что кроме таких исков, вы же указываете иск о защите чести и достоинства, кроме этого есть много исков, которым предусматривается выезд ограничений. А если бы не было даже примера, ну да, вот приведенного нами, имел ли бы право гражданин Султанов подавать такое обращение? Конечно, признать? это его право. Так, вот мы все знаем, что Верховный суд идет об общении судебной практики. Вот у нас такой вопрос. Сколько мер обеспечения иска в виде ограничения выезда из страны было принято судами общей юрисдикции, ну вы же свод делаете, ну хотя бы за последние 2 года, по имущественным, по неимущественным спорам? За последние годы я вам не отвечу, поскольку истребовано все определения суда по городу Бишкек за 2017 год. И были вынесены 10 судебных актов по мерам по обеспечению иска, о запрете выезда из страны. Какие пределы? Это категории 50% это АВЗ, и 50%, ну 50, одно вот, то, что вы указываете, семейные споры. Спасибо. То есть по этим категориям в основном выступают в качестве ответчиков иностранные граждане. Так, сейчас. В части вот, можно, да, вот вопрос задавали. Пожалуйста. В части, почему не включили именно в Гражданский процессуальный кодекс нормы материального права. Как вы сами знаете, само название носит процессуальные. Здесь указано процессуальные действия. То есть именно по данной статье, по обеспечению иска, указано, что может запретить совершать определенные действия, да? То есть оспариваемая норма тоже привязана с данной статьей. Это раз норма материального права. И еще плюс к этому есть, вот, я вот указывал, семейные дела. То есть на рамках семейного законодательства, семейного кодекса, тоже есть нормы, которые также привязаны с данной нормой статьи. И указывать все нормы материального права в Гражданском процессуальном кодексе смысла там нет. Законодатель правильно предусмотрел. Исходя из вашего ответа, вот тогда в соответствии со 44 Гражданского процессуального кодекса суд может применять, там, запрещать определенные действия ответчику. Какие действия может быть запрещать? Это же действие, это же не говорит о ограничении его прав конституционных. Какие действия, например, может, вот, исходя из судебной практики, какие действия может запрещать суд путем наложения вот такого? Очень много действий. Здесь данная статья, она подлежит расширительному толкованию. То есть очень много действий по обеспечению иска. Ну, это понятно, исходя из практики судебной, это продавать, передавать, отчуждать там, и так далее. Да, правильно? совершать определенные действия. Там, да. Но это же не связано с его конституционными. Право запретить жить, право обучаться и так далее. Это же право выезжать, право передвигаться. Это не может подлежать запрету. Это права, которые неотчуждаемы, не подлежат ограничению. А вы сейчас говорите о действиях. Соответственно, вы подменяете понятие действия правами. Суд не может ограничивать в конституционных правах. Он ограничивается совершать определенные действия по сделкам, по правоотношениям и так далее.
То, что вы говорите, это применяется из практики по акциям, по ценным бумагам, по договорам, по поставкам, по имущественным спорам всем. По неимущественным, там, я не знаю, это, ну, не может в правах он ограничивать, это действие он его Ну, ограничивает. как я вот указывал, это принятие таких мер, они носят временный характер, то есть до окончания производства по делу. А вот смотрите, когда суд накладывает, ну, я просто как по правоприменителю обращаюсь, из правоприменительной практики вопрос. Суд накладывает ограничения определением. Допустим, это закончил судебный процесс. Но ни один суд, ни первой, ни второй, ни третьей инстанции, они не снимают это ограничение со своим решением. Отдельно приходится обращаться ответчикам для того, чтобы снять вот эти вот ограничения, меры обеспечительного характера. Да, вы имеете право полное заявить ходатайство, заявление об отмене данной, если отпала необходимость ограничить Но данного это же ограничения. достаточное время занимает. До 2 лет это занимает. Понимаете, пока со всех Ну, инстанций процессуальное рассмотрится. законодательство А если не предусма- обоснованный иск, как это правильно вообще? Разумно Нет, это? если не обоснованный иск, то обратно же законодатель предусмотрел в процессуальном кодексе статью о возмещении убытков. То есть вы, если выступаете в стороне ответчиков, после вынесения решения суда об отказе удовлетворения иска, который вступил в законную силу, вы в полном праве имеете обратиться с отдельным иском о возмещении убытков. Кто которые будет возмещать в данном случае? Истец будет. Да. То есть, если вы понесли какие-то убытки, материальные убытки, вы вправе предъявить иск к истцу. Это уже отдельный иск будет. Так, еще такой вопрос. По времени на практике, вот вы же обобщение делаете, сколько занимает времени рассмотрение одного гражданского дела в суде? Первой, второй, третьей инстанции, во всех трех в совокупности? По отдельности? в Нет, каждой? ну, обратно же в процессуальном кодексе установлены определенные сроки, но... Из практики, я говорю. Да, ну, из практики различные обстоятельства. Ну сколько? Какие Ну, временные рамки? Месяц, 2, год, 2? Ну, я не знаю, там это уже, видите, исключительно там прерогатива судов. по Но вы же определенным- обобщаете практику, сколько на практике, по факту вот Ну, рассмотрение по занимает? практику, что одно дело столько когда рассматривается, мы данную практику не обобщаем. Хорошо. Так. Так, следующий вопрос. Возможно ли то, что суд применит меру по ограничению на выезд без участия на судебном заседании ответчика? В процессуальном кодексе предусмотрено. То есть, если он надлежащим образом извещен, то это не является препятствием. Спасибо. Приведите примеры, когда вы считаете, что ограничение права на выезд разумно и соразмерно. Примера я не могу привести такие примеры. Гипотетические примеры. Вот в таком-то случае суд обоснованно может ограничивать. Виктор Камильевич, он не обязан вам приводить примеры. Оперируйте правовыми категориями. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что ответчикам будут предприняты попытки затянуть рассмотрение дела? Ну, там различные обстоятельства. То есть это необоснованные, неуважительные неявки в суд, Есть еще вопросы? Да, есть. необоснованные Пожалуйста, ходатайства. задавайте. До этого вы говорили то, что истец должен будет возмещать ущерб в случае необоснованного ограничения. Но ограничение накладывает все-таки не истец, а суд. Вы уверены, что это будет истец нести ответственность? Да, уверен. Это указано в процессуальном законодательстве. Есть еще вопрос? Если это необоснованные иски будут. Виктор Камильевич, есть вопросы еще? Есть вопрос, пока Инна Мусаевна пусть задает. Пожалуйста, задавайте. Вот Микрофон выключите. сегодня мы рассматриваем там примеры, да, вот мы пример привели там. Исходя из приведенного примера, да, который мы в своей речи обозначили, вот, вы также ответчик сторона, и в случае, если бы, к примеру, иск подал представитель ответчика на президента Султанов, да, и попросил бы суд в качестве обеспечения ограничить выезд президента, суд, как вы думаете?
Ну, у меня, Принял наверное, бы не надо, такое? это, наверное, у суда надо спросить. Это Нет, исключительно исходя прерогатива суда. из норм, исходя из норм норм гражданского процессуального, и я то, не что вы могу говорите, ответить, право на это судебную надо, защиту. если вынесет судебный акт, допустим, отказ, то вы вправе Ну, будете суд обжаловать. обязан вынести такой Но судебный я- акт, если это ходатайство исключительно поступило. прерогатива суда. Я сейчас не могу сказать. Пожалуйста, представитель ответчиков, есть у вас вопрос? Вопросов нету. Нет. Уважаемый судья, есть вопрос? Нет? Присаживайтесь.